Сегодня прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Больше 4 часов президент общался с журналистами из разных уголков России. На повестке актуальные темы, которые волнуют многих жителей нашей страны. Рост цен, проблемы газификации, социальные выплаты, экология и даже секрет семейного счастья. Обо всем подробно расскажет Ксения Лосева. Традиционная пресс-конференция президента в этом году, как и полагается в нынешнее коронавирусное время, проходит в дистанционном формате. Представители федеральных и зарубежных СМИ работают в уже привычном для них зале Центра международной торговли. Региональные журналисты, не выезжая за пределы своего федерального округа. Для связи с Новоогарево в каждом округе организованы специальные площадки. Впрочем, на качество беседы с главой государства все это никак не влияет. Вопросы, заданные во Владивостоке, отзываются и у тех, кто представляет интересы жителей нашей республики. Среди самых обсуждаемых тем, конечно же, касающиеся эпидемиологической обстановки. По словам Владимира Путина, система здравоохранения в России адекватно отреагировала на угрозы пандемии. Мы сразу среагировали на границе. И выиграли, я тогда уже много раз об этом сказал, выиграли время для того, чтобы начать активную подготовку к тому моменту, когда придет это в большом масштабе и количестве к нам. Мы выиграли это время. Начали быстро разворачивать и саму систему здравоохранения, и все, что связано с предупреждением пандемии. Когда пандемия началась, у нас врачей, специалистов было совсем ничего. Понимаете, там 8300. А сейчас одних врачей 150 тысяч работает по этому направлению. А в целом медицинских работников было больше 500 000. В стране удалось за короткий срок выстроить систему подготовки персонала, развернуть производство средств индивидуальной защиты и, что важно, перепрофилировать медицинские учреждения. За время пандемии построено 40 специализированных центров, что позволило развернуть по всей стране более 270 тысяч коек для пациентов. Впрочем, трудности все же есть, говорит Владимир Путин. Так, например, некоторые регионы продолжают сталкиваться с нехваткой лекарств. Здесь необходимо наладить процесс логистики, закупок и доставки препаратов. На особом контроле у главы государства и вопрос с выплатами медикам. Сейчас в стране также активно идет процесс вакцинации врачей против COVID-19. В начале года в России будут производиться уже миллионы доз вакцины от коронавируса. Хорошая вакцина, я уже много раз об этом говорил, и безопасная, и эффективная, действующая, 95 с лишним процентов, там по 96-97 уже говорят специалисты, защита, уровень защиты. И ни одного серьезного случая нет побочных явлений. Наши коллеги иностранные, слава богу, тоже повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству там, где что-то у них не получается. В ходе встречи с президентом журналисты затрагивают и очень важный, в том числе и для нашего региона, вопрос газификации. Уровень обеспеченности природным топливом в России сейчас составляет чуть больше 70%. Особо остро проблема стоит в отдаленных районах и небольших селах. В этом году мы дополнительно истратили на газификацию, мы, «Газпром», 22 миллиарда рублей. Всего общий объем 56. И что важно, в 1,7 раза объем газификации больше для села, чем для поселков городского типа и для городов. То есть в опережающем порядке мы будем газифицировать именно сельскую местность. И очень надеюсь, что к 2025 году у нас уровень газификации достигнет где-то порядка 90%. Беспокоит жителей нашей страны и резкий скачок цен. Где-то, отмечает президент, это произошло по объективным причинам. На стоимость конечного товара, например, мог повлиять изменившийся курс валют или удорожание комплектующих. Где-то цены завышены искусственно. И такая ситуация не может оставаться без внимания на всех уровнях власти. Сейчас подписаны или должны быть подписаны, по-моему, уже подписаны соглашения между производителями и сетями. И производители снижают на определенный объем, и сети должны в рознице показать нам это снижение по базовым продуктам питания. Поэтому на цены, конечно, надо смотреть внимательно. И будем, безусловно, это не делать. И надеюсь, что эта реакция будет в течение ближайших нескольких дней, но нескольких недель тоже точно. Во время пресс-конференции Владимир Путин также анонсирует продолжение программы поддержки семей с детьми. В непростое время пандемии выплаты от государства стали настоящим подспорьем для россиян.
Со следующего года нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет доходы на каждого члена семьи, в которых с учетом получаемых ими выплат не превышают прожиточного минимума, будет назначено пособие в размере прожиточного минимума на каждого ребенка. Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семьи. И если не все семьи будут дотягивать до 1 ПМ на человека, то с 1 января следующего года, то есть вот через 2 недели, мы будем платить уже по 1 прожиточному минимуму на каждого ребенка. Все семьи с детьми до 7 лет включительно к Новому году также получат по 5000 рублей. Выплата станет своеобразным новогодним подарком детям от государства и небольшой компенсацией за отмененные из-за пандемии утренники, говорит президент. И затем так по-простому и очень искренне отвечает на следующий вопрос уже от иностранного журналиста о секрете семейного счастья. Это любовь. Но это не секрет. Это все знают, и это понятие универсального характера. Оно должно лежать в основе отношений и в семье, и, если уж вы затронули международные отношения, и в отношениях между народами. 16-я по счету пресс-конференция Владимира Путина длится почти 5 часов, но в зале нет уставших. Вопросов остается еще много, но все они обязательно дойдут до президента. По его мнению, нет ничего более ценного, чем прямое общение с неравнодушными жителями. Только в диалоге, всем вместе, считает президент, можно успешно и решать злободневные бытовые вопросы и не забывать о стратегических целях страны. Ксения Лосева, телеканал Юрган.